Червленные буруны. Даже точкой не на каждой карте обозначено это место. Летом 79-го над Ногайской степью кружили пыльные суховеи. Ни одной капли дождя не упало на иссушенную землю. Год был очень засушливый, почти что 6 месяцев дождя не было. В степи почти что мало травы остался. Очень трудно была пасьба, особенно по нашим местности. Местность у нас неровная, бурунистая. Приходилось много ходить. Овцы тоже бродили на поисках травы. Кульмамбет Аубекиров. С 7 лет сирота. С 15 подпасок. В 42-м чабанскую бурку сменил на солдатскую шинель. В последнем бою 8 мая 45-го года очередью из автомата ему перебило обе ноги. Обе ноги чабану. Как говорится, пословица, не потопаешь, не полопаешь. Но у чабана, значит, ноги кормят. Почему это говорят, ноги кормят? А потому что нам приходится много ходить. За день, понимаешь. Некоторое время 40 километров, некоторое время 30. Основное ночное время до 15-16 километров проходишь. Трудно было с водопоем. За сутки приходилось почти что 4,5 тонны воды вытаскивать с колодца для того, чтобы напоить овец. Потому что жара, знойная у нас в степи. Но все-таки трудности. Ну, мы вышли из этого положения. В этом году в бригаде Кульмамбета Аубекирова с каждой овцы настригли по 9 килограммов шерсти, а каждые 100 овцематок дали по 145 ягнят. Слагаемых успеха было много, а самое главное... Чабан должен быть старший чабан требовательный к себе. То есть как требовательный к себе? Значит, если уставать, значит 4 часа, чабан должен сам встать 3 часа. И разбудить 4 часа своих подчиненных. Вот это требовательность чабана, значит. Потому что чабан должен всегда, значит, быть как-то примерным к своим подчиненным и требует с подчиненных тоже работы. Трудно, но когда человек свою профессию любит, она не кажется трудной, привыкаешь. Я с молодых лет до войны тоже работал в чабанских бригадах. Мне как-то тянуло эта профессия, отцовская профессия. Значит, мои деды, отцы тоже животноводы, мне тянуло. Я решил попробовать силу свою. Армию кончил. После армии, значит, вот 4 года со мной работает. Тоже хорошо работает. И я думаю, он, конечно, заменит меня. Это обязательно должен быть так.
4-й год постигает отцовскую науку Тенгали. А старший сын Кульмамбета Эмали эту школу уже прошел. А потом и сельскохозяйственный институт закончил. Сейчас он главный зоотехник завода. Здесь, в ногайских степях, никого не удивляет семейная преемственность профессии. И даже не семейная, а родовая. Кадыр Сабутов, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета страны, один из славной династии Сабутовых. А это старший брат, Камо Сабутов, тоже герой социалистического труда. В костюмы из шерсти, которые настригли только двое из династии Сабутовых, можно одеть город со 100-тысячным населением. А если подсчитать километры, которые они прошагали по песчаным степям Ногая, набралась бы не 100 тысяч. Абдулбек Мутиев. 17 лет назад пришел Абдулбек в эту суровую степь и уже не смог расстаться с ней, хотя полной чашей испил все, что связано с нелегкой чабанской долей. Чабан, если он хоть какие погоды не были, он не имеет права своих овцей загонать, бежать голодные, хоть мокрый будет, хоть туман будет, хоть дождь, хоть метель. Во что бы ни было, он должен эту отару выгонуть и покормить до вечера. Самое главное — терпение надо. Целому дню вот идешь ты на степ, никакой товарищ у тебя нет, вот ты должен целый день там выдержать. А вот если ты не выдержишь, конечно, уже это он, считай, не сможет на отарю, не сможет. Все вынес, все выдержал Абдулбек. 4 сыновей вырастил в бурунах. И вырастил он еще наперекор суховеям в этой голой, беззащитной от палящего солнца степи яблоневый сад. Ученые Всесоюзного института овцеводства доверили ему опытное стадо мериносовых овец. Очень хорошие овцы, конечно, и шерсть дают они очень хорошие, и они на жару выдерживают, и на холод выдерживаются. Очень выносливые бараны, и хороший шерсть дает, и спасибо, можно сказать, ученым, что такие бараны для нашего хозяйства они развели. — 50 лет плечом к плечу трудятся в хозяйстве ученые и животноводы. И то, что они сделали, уже принесло стране большую пользу. Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Нина Артемовна Новикова. Эффект этой большой работы в племенном деле сказался в том, что если к началу правильной организации племенной работы в стране было 61 миллионов овец, и 4% только из них мериносовых, и получали 120 тысяч тонн шерсти, то в настоящее время у нас имеется 143 миллиона овец, из них 50% мериносовых, и получаем мы 542 тысячи тонн шерсти. Почти в 2 раза увеличилось поголовье овец, и почти в 4 раза увеличилось производство шерсти. Мы считаем вполне возможным, вполне реальным увеличить настриг шерсти до 8 килограммов при выходе 50% и получать по 140 ягнят от каждых 100 маток. Так опыт лучших хозяйств страны благодаря ученым пришел в ногайские степи.
директор завода «Червленые буруны» Нукай Османыч Арсланов. Даже старые люди не помнят такой заслуг, который случилось в этом году. Это был очень трудный и серьезный экзамен, который пришлось преодолеть Чабанам, специалистам завода, да и ученым, которые выводили новую породу овец. Я знал наших Чабанов, которые водили наши отары. Они не боятся никаких трудностей. Но меня удивило их неспокойство, устойкость, трудолюбие в борьбе со стихийными бедствиями. И вот прекрасные результаты. Несмотря ни на что, мы обеспечили сохранение полностью поголовья заводов количества 44 тысяч голов. Продано государству 224 тонны шерсти, значит, сверхплана продано 20 тонн. Продано другим хозяйствам страны более 10 тысяч голов племенных животных, что 2 раза больше плана. Получено от каждых 100 автоматов 125 голов ягнят, при плана 112. Выстоять нам помогло и то обстоятельство, что на заводе создано свое кормовое производство. Еще в 1921 году в письме коммунистам Грузии, Армении, Азербайджана, Дагестана, Горской республики Владимир Ильич Ленин указал о том, что орошение возродит наш край. Партия, правительство, выполняя это ленинское указание, выделили огромные средства, мощную технику для строительства растительных систем на Ногайских степях. Работа эта ведется широким фронтом, но мы уже видим ее плоды. Только наш завод имеет более 500 гектаров поливных земель. Мы уже получили с них немало полноценных кормов. И вот эта корма очень пригодилась чабанам в нынешнем году, когда в степи трудно было накормить овец. Первым приехавшим человеку в этот степь, ну, она как-то показывается дикость какая-то, буруны, пески. Ну, прижиться здесь, поработать, все-таки и в степи в этом есть какая-то, значит, любовь на человеку. Вот. Прошел еще один год в жизни ногайских чабанов. Выдержали они, одолели стихию. Сделали все, что могли, и даже то, что в обычных условиях сделать невозможно. Потому что они любят свое дело. И любят эти суровые, но милые сердцу каждого из них ногайские степи.
Червленные буруны. Даже точкой не на каждой карте обозначено это место.